Все дальше и дальше уходит в историю суровые годы Великой Отечественной войны. Но каждый раз, когда приближается 9 мая, благодатная память о тех, кто защищал Родину, возрождается с новой силой. В пучину Отечественной войны оказался вернут и Даут Киев. Архивные записи его фронтовой жизни бережно хранят племянники, и сегодня они вспоминают о нем. Заломов в Украине Ханиахарсполк получал завтрак его. В это время противники их силы бронетехники при поддержке самолета внезапно атаковал Заломовку их полкилометра захар. Не растеряясь, вступил в бой с фашистами. Киеву пришлось драться самостоятельно до подхода роты. Он не только сумел отбить первый удар противника, так что они понесли большие потери, а уничтожил две огневые точки. Несломленность духа, а возможно и подготовка, которую он прошел, будучи курсантом военного училища, а потом еще солдатом советской армии 62-го стрелкового полка, помогли ему выстоять перед натиском немецких войск. Всю войну Даут провел в Украине. Был капитаном 132-й отдельной истребительной противотанковой дивизии 19-го отряда и удостоен орденом Красной Звезды. Орден Красной Звезды, в соответствии с Министерством обороны Российской Федерации в 2009 году рассекретит в 2009 году. До этого Цахан Даханул смотрел без вести пропавший участвовал. 27 февраля 1944 года Даут скончался от боевого ранения. Он ушел из жизни, так и не узнал, что его семью, как и весь народ, депортировали. Так как отправить весть о смерти было некуда, он так и остался без вести пропавшим для отца и матери, которые, похоронив двух детей, лелеяли надежду, что их сын когда-нибудь вернется домой. Даут дятири ханкави сахаман тяйке сакат обязательно сахам колор судан заманы ايش تحقاري عليه خلصي حقي جلات شخبر نيرده سواء ايش تحني انت يا حرش افتوبس دير ابا جوز دي هون قبل تحا افتوبس دير ابا جوز ان انت شي يا حرش دي هون صدي هون شي مش يعني يلي سحام خن خد درس ايش تستوس دي هون لا بخرج ديال اهدي. Эти архивные документы и фотографии, где за легкой улыбкой скрывается тяжесть войны, единственное, что Даут Киев оставил после себя, как и гордость в сердцах потомков, которые до конца будут нести его знамя в своей памяти. И уже 9 мая вместе с другими ветеранами он станет в строй бессмертного полка. Портреты его и других отважных сынов Тепа Киева, которые тоже пали за родину, понесут их потомки. Жарайдат Холухоева, Адам Далаков, Новости 24.